Салам алейкум, hürmetli vatandaşlar. Çisto dedi zbaha muhmo atanwa. Kadla sefer çaz muhmo yaçı vatandaşlı. Российской Федерации хукумати чрезвычайный полномочный посол Замбия хукумата Африкада час вирида чизвал и хукумат язва قبل Африка дин хукумат в чи ватанхли Азим Алаудинович Ярахмедов чазтано мацефед хаичилис икрамия салам алейкум скес хашкалде Азим ста хашкалде ха гафунис салам алейкум ватанхлияр зо гзавшадья хтана жуан райондис жуан хрюс жуан ватанхлияр куна ке зас верного чи Хасунхи районе телевидения. Кстати, в Рустолудзе одно из лучших телевидений. Хавляки здесь зу тана гаи солрез ответ куда во хизде белки и ответра чи вот он эльхириз чипи вопросы ответ харжигу и зухиз великая Исанрика за границей два Хабркани Рахада. Чесул Азим Алаудинович, чечизва к дипломатический стаж кандидату дисала Артухия кандидату дисян хагия гза хукуматар куй хана эхримши кве Иисус к Замбия хукумата яшамишисва ва хукумати политика калятхус кмексо. Чаз и хукуматика учизлала, чаз и хукумат чизва великта дазлозатира Северная Родезия. Хадалан гери мача чизва ина зурва водопад и Виктория Члин шардала яке водопадрика сад в лахаджет мача закти чиза ше авач и хукуматика. Чаз куне и хукумат хихтин дета кёл ханова инсанар мучхулета Көл и хукумат искать эвлеров. Ихти. Чусо зазлезги жал хсанчыда аналогза соолрискизде düz отвечательный потолхизде загля кхтяр где-то рустол переходящий. Да, на самом деле я уже работаю в системе МИДа более 30 лет. Я дипломатом стал совершенно случайно, никогда не хотел, никогда об этом и не думал. Я с детства хотел стать, для многих может быть странно, хлебопеком. После окончания школы у меня не было в голове другой. Я сразу поехал в Краснодар и поступил на Краснодарский политехнический институт, факультет технологий хлебопекарного кондитерского макаронного производства. И по окончании приехал по направлению. Работал короткое время в Махачкалинском ремонтно-монтажном заводе Министерства пищевой промышленности, а потом главным инженером Сбербашского хлебозавода. Ну, жизнь сложилась по-другому. Ну, как любой косункентец, я был достаточно активным, и поэтому меня быстро заметили, пригласили горком комсомола, потом заорготделом, вторым секретарем, первым секретарем, горком партии. И секретарем парткома Дагазета, потом я стал оттуда депутатом Верховного Совета и Народного Собрания. И будучи уже в Махачкале в должности заместителя председателя Государственного комитета по внешним связям, мне руководство Дагестана предложило поехать в Азербайджан в качестве заместителя посла, советника и представлять интересы и Дагестана. Как вы помните, тогда вопрос лезгинский с отношениях с Азербайджаном стоял очень остро, и руководство Дагестана хотел, конечно, иметь свои глаза там. И я помню напутствие Магомеда Али Магомедовича, который сказал, что чтобы еженедельно, чтобы я звонил, держал в курсе, как развивается. Ну, в конечном итоге, в принципе, мы все вопросы решили. В 1995 году, после прихода к власти уже в Азербайджана, после Эльшибея Гейдар Алиевича, была подготовлена
бумага, подготовлен документ о торгово-экономическом, научно-техническом, цельный документ сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном. Это единственный документ, который до сих пор действует между Дагестаном и Азербайджаном. С дагестанской стороны его подписал Магомед Али Магомедович, с азербайджанской стороны Гейдар Алиевич. И после этого я как бы свою миссию закончил, я должен был вернуться в Дагестан, но посол тогдашний меня уговорил, убедил и сказал, что есть какие-то маленькие искорки дипломата, и хотелось бы, чтобы я остался, и дали мне направление в дипломатическую академию в аспирантуру. Я там закончил аспирантуру, и так как у меня тема диссертации была конфликты на Кавказе, я поехал в Таджикистан, где шла тоже гражданская война. И так я, в принципе, в Таджикистане застрял почти 12 лет, с коротким переходом в Афганистан, должности там советника, потом генерального консула. А сейчас я нахожусь после 7 лет до этого пребывания в Африке в государстве Эритрии. Мне предложили поехать в другое государство. Это одна из, так скажем, развитых по африканским меркам государства. Государство, которое, в отличие от многих африканских государств, развивается более-менее демократично. Это государство, которое с момента приобретения независимости ни разу не было переворотов. Они мирно передают власть от одной партии к другой, в зависимости от итогов выборов. Она достаточно богатая своими ресурсами, но последние годы из-за определенных ошибок в своей политике они оказались в большой-большой долговой яме. И нынешнее руководство так или иначе решает этот вопрос. Потому что было время, по-моему, 20-21 годы, когда 70% бюджета страны уходило на покрытие задолженности. Естественно, это и есть колониализм. Западные страны кричат, мы оказываем помощь, а в конечном итоге превращается, что вся Африка работает на них. Страна Замбия, она не маленькая. Сегодня население Замбии составляет почти 20 миллионов. В столице проживает уже чуть более, может быть, или точно 2 миллиона человек. Основная масса населения составляет племя Бемба. Есть еще два племени, они чуть-чуть поменьше. Государство, в принципе, устроено по-европейски. Есть президент, есть парламент, есть независимая судебная система. Но есть и особенности. Парламентское государство, да? Нет, вертикаль президентская. Есть и особенности, особенно касающиеся земель, земельных реформ, имеют большие полномочия племенные вожди. Совет вождей, они без их разрешения, хоть ты и президент, не могут принять решение передачи какой-то земли куда-то. Это особенности государств. Судебная система, я скажу честно, достаточно независимая. Страна довольно безопасная. В мировом рейтинге по безопасности Замбия занимает где-то 36-е место. Это намного лучше, чем Россия и многие европейские государства даже. Основным видом продукции, который является как бы лицом Замбии, это медь. Еще со времен Родезии территория Замбии была выделена как богатая рудами, содержанием большое количество меди. И сегодня медь остается главным, так сказать, показателем, главным достоянием замбийской экономики. Но за эти годы появились новые отрасли. Это добыча
ископаемых, среди ископаемых золота, изумрудов, редких металлов, особенно много лития, который в последнее время, с учетом того, что мировой тренд на электромобили и аккумуляторы, и, естественно, интерес к Замбии достаточно вырос. Ну, Замбия для всего мира известен лишь тем, что на территории Замбии, как вы сказали, расположен водопад Виктория. И водопад Виктория еще называют одним из чудес света. Это, если можно так сказать, представить, это ширина 3 километра. Одновременно почти со 100 метров падает эта вода. Там, по-моему, одновременно падает 17 миллионов тонн воды. Одновременно. Естественно, когда вы подъезжаете туда, за 5-10 километров уже слышен шум. Она находится практически, примыкает уже, или на этом месте образовала со временем город Ливингстон. Ливингстон – это шотландец, который открыл этот водопад. Ну, людей там, европейцев достаточно много. Есть, которые постоянно проживают, так, командующий военно-воздушными силами Замбии, он белый, по-моему, из остатков той английских семей, но гражданин Замбии. Много немцев, которые остались, многие, которые после того, как в Южной Африке произошли смена после периода апартеида, многие переехали в Замбию. Поэтому отношение к белым нормальные, отношение к России нормальное. Они очень дорожат своим миром, тем отношениям, которые сложились после того, как произошла революция в 1964 году, 24 числа, 24 октября, по-моему, Замбия объявила о своей независимости. И за это года было построено такое социальное общество, которое, в принципе, привело к тому, что не было никогда конфликтов. Власть передавались друг другу, победившиеся партия приходила к власти, проигравшаяся мирно уходила, и они и стараются максимально делать все, чтобы внешние силы не вмешивались. Но в последние выборы народ говорит, что там было сильное вмешательство американцев, фонда Сороса, англичан, и поэтому к власти, в принципе, пришла фактически никому до этого большом, так сказать, неизвестная сила во главе с одним из самых богатейших людей страны, Хакаиндой Хичалемой. Чизва Птхаников Найсер и Нокинялхава на республика Малумарна. Хаброн лохоки отношения к великому Ясиатерма, Великобритании. Хабрах каласихте отношениям хаброн. Декан валамани или дехата ихти алака архихти бар. Ва и Замбида революция ханлана, а нихти революции с горячей фазой не было. Они достаточно мирно как бы решили эти вопросы. Все это, естественно, отразилось и на то, что замбийцы хоть на дистанции, но довольно нормальные отношения сохранились с Великобританией, в частности, и в области экономики, и в области решения каких-то гуманитарных вопросов. Но англичане, как и любые западные страны, ведут очень достаточно хитрую политику, двойными, тройными стандартами. То есть все подчинено тому, вот эта колониальная политика, которая была у Запада, они от этого не уходят. Или они другого не знают, или в этом видят наибольшую выгоду. Раньше, если они просто их брали, превращали в рабы, цепи одевали и отправляли к себе, сейчас этого не надо. Сейчас за счет той финансовой политики, которую они делают, чувствуя, что и африканские страны достаточно бедные,
Очень много нерешенных вопросов. Система образования, система здравоохранения. Ну, почти процентов 60-70 тоже Замбии, сельское место, нету света. Есть много вопросов. Они выдают кредиты под большие проценты, по нашим пониманиям. Но кредит на кредит растет, и практически приходит время, когда вся страна добровольно работает на них. Та же колония, но другие формы. Я вначале говорил, что в 2020 году, когда они хотели объявить дефолт, 70-75% всех заработанных денег бюджета уходило на погашение долга. О чем можно говорить, как можно на эти 30% содержать весь народ, все государство, все государственные структуры. А это не маленькое государство, там 20 миллионов населения на сегодняшний день. Allah vaxtında çi hükümeti, çi правительство Afrika'yı hükümeti kılas kısakti aktivne aydada kolaktızı. Им час виридас чизавол физо спецоперации диркалас Allah koluyor. Гзаф hükümeti западнин çi hükümeti игнорироваться санкцияр час кутунзо. И Африкa'nın hükümeti kıldı kaçır Замбия'di отношения из это Европа до Украины до физа herekatriz hiktindia hik havor kelikzo hik тикметкоз. Я скажу честно, что во многом наши отношения, которые сегодня имеются со странами Африки, это благодаря той, может, были какие-то ошибки, а в целом той политике Советского Союза, которая вела по отношению к Африке. Африка очень хорошо помнит Советский Союз, тепло отзывается. И, видя нас, они в первую очередь вспоминают. Конечно, был какой-то период ельциновский, когда отношения с Африкой чуть-чуть ухудшились. Были закрыты некоторые посольства, практически закрыли все торговые представительства. Все это, конечно, положило накладку на наши отношения. Но с приходом уже в России к руководству Владимира Владимировича Путина это начало восстанавливаться. Мы практически начали поддерживать, мы практически начали сотрудничать, взаимодействовать, особенно на международных площадках, в том числе на площадке ООН, поддерживая законные интересы африканских стран. И они это видят. Естественно, была ответная реакция. Африканцы относятся к тому, что у нас происходит, особенно к той операции, которую сейчас Россия ведет на Украине, СВО, специальная военная операция, они относятся не безразлично. Они помнят Москву, помнят ту помощь, которую... что греха таить. Практически сегодня 70-80% вооружения африканских стран – это советского или нашего производства. Они нас призывают, все время призывают сесть за стол переговоров, потому что они считают, что украинцы – это тот же русский народ. Вы один народ, вы воюете между собой. Все эти разговоры, их просьбы в конечном итоге вылились в африканскую инициативу по разрешению конфликта. Там состоит из 10 пунктов. Состав делегации, которая приезжала в Питер, в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным и которая ездила на встречу с украинским президентом, входил ЮАР, президент ЮАР, Египет, Замбия, Коморские острова, потому что в настоящее время Коморские острова председательствуют в Африканском Союзе, и Уганда. Они встречались, они заявили, но главный вопрос был именно остановить горячую фазу, начать переговоры. На что наш президент сказал, что мы готовы, но не готовы украинцы. Там в прошлом году, или в этом году, и память, если меня не изменяет, 24 октября, по-моему, Зеленский подписал указ, в соответствии с которым запретил кому-либо
вести от имени Украины переговоры. То есть Украина полностью выполняет то, что было сказано премьер-министром Великобритании Джонсоном, что будем воевать до последнего украинца. Потому что это невыгодно. А так, если сказать о позиции африканских стран, в частности Замбии, они выступают за немедленное прекращение огня, начало переговорного процесса. Они не совсем поддерживают инициативу или пункты мирной инициативы Зеленского. Я сказал бы, больше склоняются к китайской инициативе, потому что они понимают реальную ситуацию на земле, а то, что там Зеленский пишет, чтобы мы готовы начать переговоры, вы должны освободить все территории, включая Крым, это сумасшедшее, это абсолютно. Человек или делает вид, что не знает истории, и делает вид, что сейчас происходит, или говорит то, что нравится его западным, так сказать, хозяевам. Так в целом Африка на самом деле хочет, потому что Африка страдает. Африка, как никто не страдает. Африка получал из России, в том числе и Украины, из России, конечно, большое количество. Это зерно, кукуруза, это получали из России. Например, тот же Египет еще в 2021 году получал от нас, могу тоже ошибиться, 10 или 11 миллионов тонн. И другие африканские страны. Если взять, например, непосредственно Замбию, рядом находящие, они получали из России практически 100% это удобрений. Все удобрения, которые они получали из России. А сейчас из-за санкционной политики, из-за того, что нет нормального понимания взаиморасчетов, хотя, конечно, мы решаем все эти вопросы. Все эти вопросы решаем. Практически Россия заново уже создала свой флот зерновозов, свой флот танкерный. Уже в национальных валютах продаем, особенно если это касается стран, у которых есть достаточно продукции ликвидного, там никаких вопросов нету. Но все это создает трудности дополнительные. Чи граждане Галермо, Россия вяр, Замбида yaşam жизни, алака ихтибаря изята туризм дим батахан зачиз он зачиз кулайвлер вактин туш. Особенно и для великих сонжела, авагов года, и этот путь пандемии сначала она сократится резко. Но изъят восстанавливается кризу. Чи непосредственно российские гражданские чи соотечественники, как вот они глядят, она почти повышенная ахсорницу, подвиж хизон еще между. Это те, которые у нас на консульском учете. Туристар почти к Зафову. А Бурквезу, туристар здесь, хотя прямой рейс Авоштани, хотя и для Великоватера. Они в конце 90-х годов, она как-то прекратила свое существование, и для Велик прямой рейс Аватера Лусака-Москва. Был основной квезу через Адис-Абебу, Москва, Адис-Абеба, Адис-Абеба, Лусака, или через Дубай, то же самое. Москва, Дубай, Дубай, Москва. Почти 12 часов лета. Это тоже отражает на то, что сильной активности нету. Но в целом хватает. И гзав квезвуки здесь ханакела замбийцрин, дустар, студебр. Почти ругудалзур касты замбийские граждане Замбии с момента приобретения независимости до настоящего времени учились в российских вузах. Ну, и тем более у них у каждого остались какие-то друзья свои. У них остались эти люди, которые имеют высшее образование, уже 30-40 лет работают, то или они занимают определенное место в замбийском обществе. У них есть возможность приглашать своих друзей с России. Вот за счет этих тоже, так сказать, количество людей, приезжающих в Замбию, увеличивается. Ну, в Замбии красивых мест очень много. Но самое, конечно, главное, как вы сказали, это
водопад Виктория. Это на самом деле одно из чудес. Это надо видеть, и видеть надо хоть один раз. Его даже представить невозможно, что вода, река шириной 3 километра, падает с возвышенности где-то от 80 до 126 метров. Одновременно 17 миллионов, ну, в зависимости от периода, миллионов тонн падает одновременно воды. За 10 километров слышно. В Замбии есть прекрасное горное озеро, в какой-то части даже с искусственным наполнением. Это озеро Карибы. Красивейшее озеро. Есть озеро на границе с Танзанией, вот это знаменитое озеро Титикака. Поэтому Замбия гранит с Руандой, Замбия гранит с Танзанией, с выходом на океан Индийский. С этой стороны с Мозамбик, тоже с выходом в океан. Тоже с Намибией. Замбия достаточно важное и хорошее место занимает. Азим Алладинович, конечно, он зачем чи Дагостан вирин кадан хан зачем артухшида gelecekte umut Россияда хис Дагостандан мümkün. Zaten kesi olguzганza дипломатически колудал мидди системада чиватан нихлияр Дагостан виярлхом лизгири колахзани аван хактин Алапнарова хактин Алапнарова Черкастика elbette Авозу калада гзафни авозу чирайонда. Ну, где зазгель вери чидачиди учила это системе мидды колахза почти сюда азур хасла гзаф. Куда азур только центральный аппарат. Ну, где зачида бурка джихил гадаво, ну, джихил Мурат и Хадагстха Карабекова и Гачалхиря. Мурат изъято езво второе лицо заместитель посла России в государстве Катар. Хади хада кулах затер Алжирден Туниса изъятықтан центральный аппарат его. Изъято ноябрь до сыра Италии действительно в ранге второго секретаря и Шайдаева Марина. И Кюцумурди школа Рабор Верицигнова Маратон племянница. Ахпа авозу инакизде и спика тир Муталибова тир Кюриколамата и завод точной механика Хадо Рушов бице Оксана. Почти вот сонханяк улахна да офисе России при НАТО. Из-за центрального аппарата генеральный секретариат, по-моему, секретариате помощником одного из заместителей министра работает. За границей того Гадаяр, не только Лезгияр, Лакар, Аварар, Хабуравозво, Зечах и Гадавозво, Амзята Аллатгет, как второй секретарь Хачуда, Амьязух изде вице-консул, генеральный консульство Казахстана. Здесь Хадгадова, он в Турции, он торговое представительство России в Анкаре. Ахпахизде и Наамад, Авазухизде и Гадаяр, и Кюана Колахзова, Османова, Индира Гаджибалаева, Низавакса Гадая. Он сейчас, насколько я знаю, исполняет обязанности руководителя представительства МИД России в Дагестане, имея дипломатический ранг второго секретаря. А Баргзафова, на самом деле, Тарар был в основном Чирайоне был. А Маса район рано возил. Мехрам Ахса район, да, Хив, да, Авари район, да. Но по нашим данным, сегодня в системе МИД работает около 50-60 дагестанцев. И Советский Союз чекала логонкизации России арадалатал зачем их тем мункинлер чьи ахали резартухан. Там на дизлоду. Учила это ЗУ 93 год дис атала миддис она Дагустан река Залакани Авадиса Аварига до Терганиев. Как же питканец сказал. Учила это Чебуринский здесь, во-первых, есть внутренняя какая-то, знаешь, возможность лучше, быстрее изучать языки. С учетом того, что
они знают свои родные языки, они в основном гортанные. Если он как бы осилил эти языки, изучат английский, французский, даже арабский, им легче, чем другим. Это дает им тоже преимущество. Во-вторых, сам характер на уровне генов дагестанцев, они, по сути, самые хорошие дипломаты. Потому что все время в маленьком селе тоже живут с этой стороны одно национальное, другое национальное. Всегда, чтобы мирно жить, вынужден учитывать всех их интересы. Это тоже они через себя пропускают. Поэтому все это складывается, и наши на самом деле, не то, что их кто-то толкает, они работают хорошо, показывают себя хорошо. И поэтому они и работают. قصون ركيشات جدا خباريا كنينال كي خزيكا لهنا تشخيص خزيكا كزمات خو كي خزون ديك اختلاطون غونزا كيول قديار زوز زيدي ببود خزان چخيترا شو رغوت غدان سواخوا ازي زز خزدي اوادي بيا غداي بيو чехи года практически родился в Москве, потом 8 или 9 школ поменял. Учился в Махачкале, учился в Баку, учился в Таджикистане, учился опять в Москве. Он 89-го года рождения. Он со мной находился и в Баку, учился в первой школе, в той школе, где учился и сидел за партой, его посадили, где сидел Гарри Каспаров. Потом, после окончания, мы переехали в Москву, он начал учиться в Москве, а потом уже, когда поехал в Таджикистан, там он учился, у нас на территории Таджикистана было несколько школ по линии Министерства обороны и по линии Федеральной службы безопасности. Это было обусловлено тем, что на тот период в Азербайджане находилось большое количество наших военнослужащих, с учетом того, что там располагалась 201-я дивизия, которая была потом преобразована в 201-ю военную базу. И почти большое количество, я не знаю, секретно снято или нет с этих дат, поэтому большое количество наших пограничников. И вот для детей этих двух, так сказать, структур была создана школа, и мой сын учился в школе, которая была создана при ФСБ, и учился достаточно долго, с 3 по 10 класс. После приехал в Москву, пошел в свою же школу, но закончил его экстерном, поступил в Академию ФСБ, закончил его, проработал 7 лет там, после закончил дипломатическую академию, и сейчас после дипломатической академии поехал работать в Казахстан. И работать, видно, хорошо, ему продлевают, и сейчас продлили на 5-й год, хотя такое редко бывает, что это я показываю не только, что мой сын, также и другим дагестанцам, они хорошо работают. И 5-й год дорос до 2-го секретаря, 3-го секретаря он получил, он сказал, сейчас документы послали на 2-го секретаря. Там между каждым рангом свои определенные сроки есть. А второй мой сын, да, нормальный, своеобразный, современный, молодой парень, категорически отказался быть или стать дипломатом. Он сказал, хватит с дома один дипломат, я не хочу. Он хороший компьютерщик, поступил в МТУ имени Баумана, учился там на отделении Ту-9 по программированию. 4-го курса ушел, бросил, поступил в Швеции, Шведский Королевский технический университет по отделению гейм-дизайна, закончил, сейчас работает в одной из московских студий гейм-дизайна. То есть к фильмам, к мультфильмам, вот эту музыку, он... Геймер ему? Игры. Да, он эту музыку переводит в программу. Он программы создает, он заканчивал у меня музыкальную школу тоже. Он прекрасно играет на скрипке, на пианино или фортепиано, и поэтому... Ну, это его любимое дело, поэтому я не стал противиться, потому что каждый человек должен сам выбирать, тем более он довольно взрослый, ему уже 24 года, пусть сам решает. Елдаш, у меня жена,
Я Герахмедова, а так по-девичьи Гульмагомедова, Мадина Ахмедлаховна, чи Отарова, Лезги Холбатол, Лезги Словарни, толковый автор Ахмедла Гульмагомедова, Чахируши. Ам Гзаф Ксон, Акулу, Хизода Ханвадия. Мама всю жизнь работала в Касумкенте и Маграмкенте, она в молодости работала в комсомоле, а потом же, после того, как вышла замуж, всю жизнь работала библиотекарем. Старшим, за библиотеки, всю жизнь в библиотеке и там. А моя жена закончила медицинский институт, терапевт, поработала буквально короткое время, а так посвятила себе полностью помочь мне, моей карьере, помочь семье и, в принципе, всего себя посвятила мне, за что я ей очень благодарен. Потому что она, в моем понимании, была бы прекрасным врачом, она с красным дипломом закончила медицинский институт, но решила посвятить семье, мужу, и на самом деле где-то не прогадала. У нас и дети здоровые, нормальные выросли, и у нас отношения нормальные, мы с ней живем с 88 года, 35 лет уже вместе, поэтому я считаю нормально. Она со мной была в Африке, она была со мной во всех командировках, была в Африке почти около года, а потом из-за того, что дома младший сын один, несмотря что ему 24 года, все-таки нужно рядом женская рука, хотя материнская. И я ее отправил, они там вдвоем друг другу помогают. Ну, а потом ей мама у нее в Махачкале 80 с чем-то лет. Ну, и ей надо оказывать внимание. Она вот сейчас между Махачкалой, Москвой и Лусакой вот так крутится. И иногда я думаю, кому легче, ей или нам. Ну, это женская работа, у них работа дома не заканчивается. Да, точно. Азим Владимирович, Казадя, отпуск архаило, казакоз Дагостан'da üyeri hükümeti grafada çi racıvat Dağıstan çi rayon, Süleyman rayon, içi Hırer, avan ihti digişüler, akada ihti digişüler var. Digişüler uçakın kaz. Гзафов. Если Дагустан и Карахата, чей руководитель, глава республики Сергей Алимович, он не побоялся. Я работал в правительстве, в Верховном Совете, я знаю. Он не побоялся тронуть те вопросы, которые годами обходили, десятилетиями обходили. Это электросети, это водоснабжение, это канализация, это дороги. Дороги каждый год делал латочный ремонт и, в принципе, деньги воровали. А он начал с этого. Это неблагодарные вопросы, но он решил именно этот вопрос, потому что твердо понимает, без решения этих вопросов развития Дагестана нету. Она будет полностью приостановлена. Поэтому еду вот даже по дорогам, по городу, поэтому везде асфальт меняют. Новые канализационные какие-то системы. Практически последние 3 месяца я иногда включаю новостной канал, разговор о том, чтобы все-таки электроснабжение Дагестана привести в порядок, потому что огромные проблемы. Но не все понимают, что эти проблемы появились не вчера. Это проблемы годами накапливались. Они начали проявляться, если систематически, как положено, по нормам, проводили бы замены, капитальный ремонт, этого не было бы. Потому что все старались какой-то латочник делать и обходить. И я знаю, что многие люди и по каналу YouTube, и по другим каналам высказывают свое недовольствие, якобы в этих бедах виновато руководство, в том числе и первое лицо. Я просто хочу сказать нашим землякам набраться терпения, дать главе работать и осуществить то, что он наметил. А то, что он наметил, это было озвучено
в стенах Совета Федерации, когда утверждался план социально-экономического развития Дагестана до 27-30-х годов. Там все написано. Это раз. Во-вторых, Дагестан за последние 2-3 года превратился фактически в туристическую Мекку России. Это уже без преувеличения можно сказать, что Дагестан становится, если не стал, любимым местом отдыха для россиян. Это же не просто туризм, это дополнительные деньги, возможности, которые появляются у дагестанцев, подкрепить свою семью. Вот проезжая здесь, даже маленькие домики, там стоит, приглашаются, около моря появляются, маленькие кафешки, рестораны. Даже Касумкент приехал, раньше, может, было 3 стол и этот там-там. А сейчас их много стало, очень. В каждом месте, и сервис неплохой. Я каждый год, когда приезжаю за Аликентом, потом спускаюсь, там сероводородный источник. Нормально было. А сейчас один строит там цивильное. Это тоже, я думаю, связано с развитием туризма. Поэтому я считаю, что я хочу обратиться к своим землякам. Надо дать возможность нынешнему правительству поработать свой установленный срок и воплотить в жизнь то, что они наметили. Потому что здесь национальность, что Алимович Лезгинин, не имеет никакого значения. Абсолютно. Он работает для всех дагестанцев. И, как я понимаю, у него на передний план вышло не куначеские, не клановые, а именно профессиональные интересы, профессиональные возможности, профессиональные качества этих людей. Поэтому надо это сделать. Мы видели и других, которые до него были. Поэтому говорить что-то не нужно. Надо дать работать. Если у вас есть какие-то предложения, он же открыт. Вы задавайте, объясняйте. Теперь, если говорить о Касумкенте, о моем родном, так сказать, нашем с вами родном районе, в глаза бросается практически после вывески Сулейман-Стальский район – это дороги. Дороги. Второе – это глаза бросаются школы, которые за это время построены. Вот та же школа Герехановского 2-го отделения, его не было. Она больше похожа была на курятник какой-то раньше. А в этом году я смотрю, построили. Прекрасная, огромная школа появилась. Казмалая, Ашига Казмалая. Красивая школа. Может, даже самая большая сейчас в районе. Огромная школа. Другие школы ремонтируются. Потом я для себя увидел, начиная вот с полосы, вниз туда идет, появилась культура сельского хозяйства. То есть деревья рядами, виноград рядами, люди начали ухаживать, потому что это их не бизнес, это их не завтра. То есть, видно, здесь тоже чувствуется руководство района, которое дает им возможность, не мешает, если надо, помогает. Поэтому это большие изменения. Я хоть нахожусь в Африке, практически нету дня, чтобы не смотрел ваши новости. Абсолютно. Конечно, я смотрю новости. Я, честно говоря, я радуюсь. Радуюсь вашему профессионализму. Радуюсь вашему желанию раскрывать те места, те точки, которые с первого взгляда не видно. Это все в помощь и руководству, и народу. Поэтому, в моем понимании, вы делаете огромную работу. Огромную работу, она направлена. Ну, и, честно говоря, всегда присутствует в ваших передачах тема школа, медицина, спорт, то социальный блок. Это тоже очень важно. Не только там сухие новости, что там в районе происходило, что там в этом, а вы живо рассказываете. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу всему вашему коллективу сказать огромное спасибо. Это на самом деле востребованное. Вы, может, себе не представляете, когда люди далеко от района
мы и иногда получаем новости оттуда. Это мое, с учетом наших традиций и обычаев, было бы очень хорошо, если вы маленькую страничку там сделали бы, которым, если кто-то умер с района, села, дали бы информацию, выразили бы соболезнования. Мы найдем возможность присоединиться. Если кто-то молодой женился, будущий гражданин, семья появилась, первичная ячейка для нашего района, тоже поздравления от вас, мы тоже нашли бы возможность присоединиться. Потому что иногда не знаешь, приехал сосед, какая-то соседка у меня умерла, Переховхала, но я не знал. Или там другого соседа сын женился, тоже не знал, хоть телефон поднял бы, поздравил бы. И им было приятно, и нам, и самим. Это вот такая, если это возможно. Чувствовал, Азим Владимирович, чи тариф арнонда, чушадя, ну вот и сефер чахкалазика рахана харктхана чазихти еке дережди политика раказатош час квез как Николахта галпунар ханканза эгер чинайна талахна кезл хузганза гахвас амазхан кета зачезла хата пишидачи. Ну хузганза гав садя заски здесь чухсол хузганза чи районды руководство здесь. Вообще чебери районды вот они лирис чеп чхузавля чепи традиция обычая чехет вычит хузавля чепи айыл разгуза тербие дискива валазу гзавчика райдунятхана почти 70-80 государств был чи райондла чи касунхрла ксанчка саднаватуш чина час ганваде Аллах ти хвенеконда чина хвена ксананачи ayılları xutudur gahkanı konuda. Koy köyri çınar sara. Koy köyler ceza bırtol kışat kolhar khura. Kısan kolhar. Дай Бог вам Allah Аврустила здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Çok sağ ol. Hürmetli tamaşaçılar. Kanençi передачада iştirakorde России, Федерации, Африки, Замбия, Хукумата, чрезвычайный полномочный посол Чина Хамиша Эрмеца, دوست وطن اهلی عظیم علاءالدین رحمدخویچ مانی که گلگونر کرد. چه سوق چنار سر.